Масс-рестлинг больше, чем хобби. Для меня это страсть. Масс-рестлинг закаляет меня и помогает преодолевать трудности в жизни. Масс-рестлинг – это для меня как семья, как душа. Я в мире на втором месте стою. Сегодня хочу Дмитрия Попова выиграть. Ну, это явно не хобби. Это уже такой образ жизни. Пакистан очень себя хорошо показал. Узбекистан. Они уже развиваются, уже спрашивают, знают. Сейчас в Пакистане масс-рестлинг – это очень мощный вид спорта. Сейчас я самый счастливый человек в мире. Это правда. Второй этап Кубка мира и открытый чемпионат Европы по масс-рестлингу будет проходить в спортивном комплексе имени Мустафы Азела. В величественный Стамбул уже приехали масс-рестлеры из 12 стран мира. Всего же за звание победителей будут бороться около 150 спортсменов. В этом году Международная федерация масс-рестлинга отмечает свое десятилетие со дня создания. И все мероприятия этого года посвящены этой памятной дате. Благодаря нашим друзьям и коллегам из Всемирной конфедерации этноспорта и личной поддержке господина Биляла Эрдогана мы проводим второй этап на турецкой земле, за что им огромная благодарность от всех масс-рестлеров мира. Всего 14 весовых категорий, первенства, абсолютки и целых 2 дня захватывающих поединков. Стамбул в дни соревнований буквально стал центром мирового масс-рестлинга. Наша сборная сформировалась по итогам чемпионата России прошлого года. Отобрали в команду тех, кто хорошо выступил в 2020 году. Команда Венгрии состоит из 10 человек, и мы очень рады быть здесь, в Стамбуле. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в Венгрии стало больше масс-рестлеров, и они становились лучше. В Стамбул из Пакистана приехали 38 спортсменов, но на помост выйдут только 25. Мы подготовились, стали сильнее, за плечами у нас тяжелые тренировки, и я надеюсь, что мы станем чемпионами. Безусловно, каждая страна приехала за россыпью медалей, каждый спортсмен с огромным желанием победить, но только помост выявит сильнейших масс-рестлеров. Выполненные в форме якутских чаранов чаши победителей уже ждут своих обладателей. Кстати, вместе с этими кубками лучших масс-рестлеров также наградят и медалями, объединенными в один единый треугольник. Внутри каждого медаль с логотипом Международной федерации масс-рестлинга, второго этапа Кубка мира и открытого чемпионата Европы по масс-рестлингу. В состав российской сборной вошли 27 человек. Это сильнейшие спортсмены страны. Основным конкурентом нашей команды, как в женском, так и в мужском дивизионах, стала сборная Кыргызстана. Да, конечно, доволен. Результат максимальный, можно сказать. Соперники достойные. У меня было 3 круга, и свободный был 1 раз. Поэтому 2 раза схватки были, и потом финал вышел. Соперники, киргизы особенно, очень прибавили. Технику, тактику, физику. Все тяговые такие стали. В моем весе всего было 9 девочек. Прошло 3 круга. В финал я вышла со своей основной соперницей из Кыргызстана. Встретилась с ней на помосте и победила. Киргизия очень хорошо подготовилась. Они серьезно взялись за масс-рестлинг. Видно, что им нравится этот вид спорта. И чувствуется, что они хорошо тренируются. Кыргызстан представил одну из самых больших команд. Сразу 25 масс-рестлеров приехали покорять турецкий помост. О своих намерениях они заявили сразу. Представляем сборную Кыргызстана. Вот сейчас, сегодня как-то жарко. Стараемся, чтобы завтра всех выиграть и всех поставить на место. Я в мире на 2-м месте стою. Сегодня хочу Дмитрия Попова выиграть. Честно говоря, дважды проиграл, но в этот раз я хочу выиграть его. Буквально наступая на пятки якутскому атлету, Келдыбек уверенно шел к финалу. Сразу в первом же матче с Поповым он перехватил лидерство на свою сторону. Мастер спорта России международного класса Дмитрий Попов, похоже, не был готов к столь дерзкому старту и поспешил реабилитироваться. 2 раза перетянув палку на свою сторону, якутянин завершил поединок в свою пользу.
Сладкий вкус победы также вывел на помост и 20-летнюю комбат из Кыргызстана. Она горела желанием не просто взять верх, но и провести реванш с легендарной Екатериной Белолюбской. До Стамбула спортсменки виделись на первом этапе Кубка в Узбекистане. Тогда золото перетянула якутянка. Я ей обещала взять у нее реванш. Вот этот день сегодня настал. Встреча в Стамбуле началась со свободного старта. Это и определило ход всего поединка. В этот раз удача оказалась на стороне кыргызской спортсменки. 2-0 в пользу комбат Нуржановой. К этому соревнованию я готовилась очень долго, упорно. Спасибо моему тренеру. Без него я бы не смогла достичь таких высот. Я всегда входила в тройку, но это первый раз, когда я получила первое место. Конечно, немного расстроилась из-за второго места. Хорошо, что на помосте появляются молодые масс-рестлеры. Мне же в этом году уже 50 лет. Поэтому, скорее всего, это последние поединки. Затем я завершу свою спортивную карьеру. Тактика свободного старта, когда спортсмены буквально идут в all-in, сидят без натягов, затем резко перехватывают палку. Этот прием часто называют взрывным. Никогда не знаешь, чем обернется такая стратегия. Поединок венгерского масс-рестлера Шандора Дараша с прославленным Маджины Павлом Черноградским тому пример. Павел мой идол, потому что он живая легенда. Я выиграл один матч с ним, и это невероятно. Я очень рад. Сейчас я самый счастливый человек в мире. Это правда. Не очень-то и легко досталась эта золотая медаль, спасибо тренировкам. По поводу поединка с венгром был свободный старт, я просто не ожидал, что он будет таким взрывным. Счет сравнялся. Я признал ошибку и уже в третьем решающем матче победил со счетом 2-1. 2 дня соревнований, 2 дня ярких поединков. Самая приятная часть, конечно, награждение. Всего за эти дни под сводами спортивного комплекса российский гимн прозвучал целых 11 раз. Он мне очень многое дал. Он по жизни научил побеждать, во-первых. Очень много друзей в масс-рестлинге, у меня знакомых много. Я благодарен масс-рестлингу, потому что он сделал меня как личность. Весь негатив, все, что накопилось на помосте, на тренировках, все выплескиваю. Это, как говорится, отдушина. Свою победу хочу посвятить памяти Владимира Евгеньевича Калинина, который несколько месяцев назад ушел из жизни от коронавируса. Мой отец, президент Федерации масс-рестлинга Тверской области. Масс-рестлинг – это прежде всего люди, спортсмены с горячими сердцами и горящими глазами, стальными мышцами и закаленным характером, огромным рвением выйти на помост снова и снова, даже несмотря на повороты судьбы. Травма спины, в общем, да. Я на 3 года вылетела с соревнований вообще, поэтому, да, у меня 3 года не было, заново вернулась только в позапрошлом году. Ну, это явно не хобби уже, потому что очень много труда вложено. Поэтому это уже такой, будет пафосно звучать, но такой образ жизни. Интересно и то, как масс-рестлинг появился в жизни Ольги. Любовь с первого взгляда, не иначе. Я 6 лет назад с первых дней загорелась, увидев это по видео. То есть я даже не пробовала бороться, и я уже знала, что буду заниматься. Но Восточная Украина уже много областей занимается этим спортом, поэтому все горят этим. У нас проходят отборочные соревнования, то есть чемпионаты Украины, Кубки Украины стабильно. Поединки Ольги Сукач в Стамбуле, конечно, тоже уникальны. Хрупкой на вид девушке удалось сначала одолеть соперниц в весовой категории до 75 килограмм, а затем и вовсе в абсолютной. При этом на открытом чемпионате Европы Ольге противостояла Светлана Тихонова из Свердловской области, ранее занявшая 1-е место в весовой категории 85+. Все девочки тяжелые, все девочки. Я самая легкая из 5 человек, поэтому тяжело было. Очень рада, только вот. Все не зря. Вся работа, которая до соревнований, это все не зря. В эти моменты понимаешь, что не зря это все. Ты работаешь, трудишься, поэтому только радость, счастье. И домой хочу.
Для российских спортсменов открытый чемпионат Европы также прошел с триумфом. Так, Сергей Фролкин стал абсолютным чемпионом Европы. В финальной схватке якутянин в упорной борьбе со счетом 2-1 победил самого титулованного масс-рестлера мира Виктора Колебовчука. Я как главный тренер российской сборной считаю, что на этих соревнованиях наша команда хорошо выступила. В 14 весовых категориях мы завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. И помимо этого в абсолютном первенстве наши также вышли на пьедестал почета. Среди женщин у нас 2-е и 3-е место, среди мужчин 1 золото и серебро. От Якутии приняли участие 14 масс-рестлеров и каждый завоевал медаль. Большую часть золотых сборной принесли якутские маджины. Как жители Турции восприняли появление масс-рестлинга в спортивной жизни города? Действительно, очень сложный вид спорта. Требует выносливости, требует подготовки. Я лично удивился, об этом спорте я не знал. Благодаря вам узнал об этом. Я думаю, через пару лет он будет такой же знаменитый, как футбол, бокс, баскетбол и так далее. Я впервые увидела масс-рестлинг. Оказывается, это очень зрелищный вид спорта. И я выражаю огромное уважение и благодарность всем спортсменам. Они круто выступили, я переживала за каждого. Мне понравилось наблюдать за поединками, но попробовать я бы не решилась, это не мое. На улице масс-рестлинг выглядит очень веселым и задорным. Я видела маленьких детей и молодых ребят, которые перетягивали палку. И мне кажется, это может стать очень популярным в Стамбуле. Ты любишь масс-рестлинг? Да, мне нравится масс-рестлинг. Почему? Потому что я люблю спорт и фитнес. Надеюсь, эти соревнования будут способствовать становлению масс-рестлинга здесь, в Турции. И что в следующий раз мы также будем бороться за кубки и титулы. Я надеюсь. И поздравляю всех, кто продвигает масс-рестлинг в Якутии. Они достигли международного уровня за такое короткое время. Это большой успех. В составе Международной федерации масс-рестлинга у нас числится 49 национальных федераций, и еще несколько стоят в очереди. Для нашего вида спорта это очень хорошо для популяризации. Вот почему именно мы проводим Кубок мира именно 3 этапа, потому что 3 раза больше стран будут знать об этом виде спорта и почувствуют на себе. Вот первый этап — Узбекистан, второй этап — Турция, Стамбул, и 3-й этап мы проведем в городе Москва, Россия. Айсена Бурнашова, Виктор Олисов, Стамбул, Турция.